Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Саламатсыздарбы? Приветствую всех, кто меня видит. Я являюсь супругой, теперь уже вдовой, Кульбаева Камчмека. Интернетте Кремтөбөл Камчы Кульбаевдин жубайымын деген аял видео кайрылуу жасады. Ал TikTok социалдык тармагында бүгүн 7 октябрда жарыяланды. Аялдын айтымында ал Камчы Кульбаевга турмушка чыкканда жолдошу карапайым жигит болгон жана эч кандай макамы болгон эмес. Ал Камчы Кульбаев менен экөөнүн 6 баласы, 8 небереси, 2 келини жана 3 күйөө баласы бар экендигин билдирген. Чет жерде эч кандай эсептерибиз жок. Ал үй бүлөсүнө эч кандай миллиондорду таштаган жок, дейт ал. 4 октябрда Кремтөбөл Камчы Кульбаев атайын операцияда УКМК кызматкерлерине куралдуу каршылык көрсөтүүдө өлтүрүлгөн. 5 октябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мындан ары мыйзамдагы ууру деген болбойт деген. Ошол эле күнү Сакал Кайманаттуу Кремтөбөл мыйзамдагы ууру макамынан баш тартканын айтса, 6 октябрда Жеңго Кайманаттуу Кремтөбөл эч кандай макамы жок экенин билдирген. 7 октябрда Камчы Кульбаевдин жеке жан сакчысы катары таанымал Узун Улан Кайманаттуу Улан Барчакеев дагы криминалдык макамдан баш тартты. Булак Сереп кежи. Саламатсыздарбы? Приветствую всех, кто меня видит. Я являюсь супругой, теперь уже вдовой, Кульбаева Камчмека. И считаю своим долгом сделать это видеообращение дабы сохранить светлую память моего покойного супруга. Это мой долг, как и его жены, как спутницы жизни его. У нас 6 детей, 8 внуков, 2 снохи, 3 зятя. Это все наши дети. Я хочу немного рассказать о нем как о человеке, потому что для меня и для наших детей, для родственников он останется любимым мужем, отцом, который воспитал этих детей, дал им достойное воспитание. Я думаю, что люди, знающие нас, это подтвердят. И это говорит о том, что он был человеком достойным и жизнь свою прожил достойно. У него были свои жизненные принципы, моральные устои. Он был по жизни лидером, имел такие сильные качества для мужчины. Он излучал такую жизненную энергию и энергетику, что все люди, которые когда-либо соприкасались с ним, они все доверяли ему, уважали его, и все чувствовали, что он даст им какую-то защиту, какую-то помощь. Никто им этого не говорил. Это все было просто на уровне человеческих качеств каких-то. Знают его многие,
почти, ну не знаю, страна наша маленькая, все с ним общались, все с удовольствием. Я думаю, что, конечно, человек не может всем нравиться. Есть, возможно, те люди, кому он не нравился, я не знаю, но я думаю, что это просто меньшинство. Все, кто его знал, с кем он общался, все могут подтвердить, каким он был человеком. Так получилось, что, ну, когда мы с ним поженились, соединили наши судьбы, он был обычным молодым человеком. На нем не было никакого статуса, который, ну, возник потом. Это уже была его судьба, его жизненный путь. И для нас он всегда был просто нашим защитником. Значит, так получилось, что события, начну с самого начала, произошедшие в 2000 году, когда он пошел на тот шаг, который впоследствии привел его в места лишения свободы. Это все произошло через 3 месяца после смерти его отца. Так сложилось. Он переносил это горе, и тут получается другое, значит, событие тоже ему пришлось. Он пошел на тот шаг, защищая свою честь, мужскую честь, честь своей семьи, являясь на тот момент старшим в семье после отца. Он защищал и оберегал своих младших братьев, сестер, детей, мать. В общем, он защищал честь семьи. Так получилось. И не надо, пожалуйста, его за это осуждать. Это его судьба. Ну, как следствие, он попадает значит, в тюрьму, отвечая за свои действия. И там он попадает тоже в совершенно новый, чужой для него мир. Это, значит, мир людей, заключенных, которые тоже, ну, у всех свой разный путь, они попали в эти места, но он видит в них просто людей, которые когда-то оступились. Это тоже чьи-то сыновья, чьи-то мужья, чьи-то дети. Он никогда не разделял людей, никогда, даже впоследствии, имея такое уважение, имея такой авторитет, для него все были равны. Все, какое бы положение ни занимал человек, будь он уборщиком, или поваром, или дворником, или при какой-то должности, все были для него равны. Он всегда жил по человеческим законам. Попав туда, он не желал этого. Просто так получилось, что те люди, доверяя ему, видя его сильный дух, они просто доверились ему. И ему пришлось взять за них какую-то ответственность. Он видел, что это люди, очень многие, ну, обездоленные, им было там тяжело. Он просто им помогал. Помогал, чем мог. Своими советами, своими наставлениями. Он пытался, чтобы они раз
вступив в закон, не приступали в дальнейшем человеческие законы. Он пытался как-то это общество, оно есть и будет, от него никуда не денешься. Заключенные будут всегда, люди, нарушившие закон, они есть всегда, это большое количество людей. И он пытался просто по-человечески, наверное, как-то им помочь. И они впоследствии просто сами тянулись к нему, выбрали его, возможно, каким-то человеком, своим лидером, который учил бы их, защищал бы от чего-то, давал бы им вообще дух какой-то, силу какую-то. Он этого не выбирал, как впоследствии вот сейчас пишут, он выбрал этот свой путь, он выбрал этот криминальный путь, он хотел, нет. Возможно, на нем потом был статус, этот статус вор в законе. Но он не был никогда ни вором, ни бандитом. Он был очень добрым, благородным человеком. Возможно, кому-то сейчас будет смешно, но это только тем, кто его не знал. Все, кто его знает, я уверена, что они оценивали по достоинству